Здрасте. Одну секунду, пожалуйста. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров и министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Владимирович Макей подписывают постановление совместного заседания коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации и коллегии Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Программу согласованных действий в области внешней политики государств-участников договора о создании союзного государства на 2022-2023 годы. План консультаций между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Республики Беларусь на 2022 год. Уважаемые дамы и господа, заседание коллегий Министерства иностранных дел Российской Федерации и Республики Беларусь проходит ежегодно. Традиционно это очень насыщенные мероприятия, доверительная, откровенная дискуссия с изложением оценок нынешнего этапа, с анализом того, как мы работали по выполнению программы согласованных действий в истекающем году и какие задачи стоят перед нами в свете тех решений, которые принимают наши президенты в рамках Высшего Государственного Совета и решения, которые также одобряются в Союзном кабинете министров. И понятно, что в текущем году ключевое содержание наших дискуссий сегодняшних опиралось на исторические, не побоюсь этого слова, решения, которые были подписаны президентами России и Белоруссии 4 ноября в рамках заседаний Высшего Госсовета. Это и основные направления дальнейшей работы над реализацией союзного договора, это 28 союзных программ, это, конечно же, и военная доктрина, и концепция миграционной политики. Все эти направления, так или иначе, затрагивают деятельность внешнеполитических ведомств. Все они, конечно же, требуют активного внешнеполитического, информационного и иного сопровождения. И сегодня мы согласовали конкретные шаги, которые будут направлены на самую эффективную реализацию этих задач. Мы говорили также о нашем взаимодействии в международных организациях, которые занимаются тематикой прав человека. У нас единая позиция, которая заключается в том, что здесь не должно быть каких-либо двойных стандартов, не может в этой сфере быть ни учителей, ни учеников. И, конечно же, политизация вопросов прав человека абсолютно недопустима. Отметили, что наши западные партнеры, которые так любят поучать всех и по правам человека, и по многим другим вопросам, очень сдержанно относятся к выполнению тех универсальных норм, которые посвящены социально-экономическим правам. И все время пытаются выпячивать права политические, причем исключительно в своей не очень здоровой порой интерпретации. Говорили мы и о необходимости развивать сотрудничество интеграционных структур на постсоветском пространстве с Организацией Объединенных Наций, в том числе в контексте резолюций, которые были приняты на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН о сотрудничестве между ОДКБ и ООН, и вторая резолюция между Содружеством независимых государств и Организацией Объединенных Наций. Мы договорились о конкретных шагах, которые, конечно же, будут содействовать движению в этом направлении. Еще одно важное дело мы сегодня
сделали, это план консультаций на 2022 год, который был подписан только что в вашем присутствии и который насчитывает более 30 конкретных мероприятий, прежде всего консультаций по самым разным направлениям нашей внешнеполитической деятельности, нашей внешнеполитической координации. Договорились мы о том, что такая координация продолжится и будет углубляться и на площадке ООН, и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, и в том, что касается наших совместных подходов к недружественной деятельности, которые в отношении Беларуси и России предпринимают и в Вашингтоне, и в Брюсселе. У нас есть серьезные основания полагать, что продолжающиеся линии на так называемое сдерживание наших стран, действия, практические действия НАТО по приближению военной инфраструктуры к границам союзного государства отражают долгосрочную стратегию этого военно-политического блока. И, конечно же, у нас есть абсолютно единая позиция, которую наши президенты излагали неоднократно, о том, как мы будем реагировать на подобного рода абсолютно недружественные и нарушающие все предыдущие договоренности действия. Хотел бы еще раз поблагодарить Владимира Владимировича Макея, его команду за слаженную дружную работу, которая, я убежден, пойдет на пользу нашим странам и народам. Спасибо. Уважаемый Сергей Викторович, уважаемые представители СМИ, завершившееся совместное заседание коллегии МИДов Беларуси и России прошло, я согласен с оценкой Сергея Викторовича, весьма плодотворно, в традиционно деловой и дружественной атмосфере, присущей отношениям близких стран-союзников. По нашей общей оценке, мы удовлетворены результатами взаимодействия по линии МИДов двух стран в текущем году. Внешнеполитические ведомства эффективно решали стоящие перед ними общие задачи, оказывали разностороннюю поддержку друг другу. И, пользуясь случаем, я хотел бы еще раз поблагодарить моего коллегу Сергея Викторовича Лаврова в его лице всех российских дипломатов, проявивших солидарность с союзником и во многих вопросах поддержавших Беларусь в непростые времена. Сегодня мы обсудили целый ряд важных и актуальных тем. Те документы, которые были подписаны 4 ноября руководителями Беларуси и России, вне всяких сомнений являются важным для наших народов шагом, который упростит решение многих насущных вопросов для граждан двух стран и поспособствует дальнейшей активизации деловой активности, взаимно укрепит наши позиции во многих сферах. Приоритетная цель неизменна – это рост благосостояния наших людей. В дипломатической плоскости, о чем сказал Сергей Викторович, наша общая задача состоит в дальнейшем внешнеполитическом сопровождении указанных решений Высшего Госсовета и Совета министров союзного государства. Отрадно, что в нынешних непростых условиях пандемии экономики Беларуси и России вышли на траекторию устойчивого роста. А успешная реализация союзных программ, включая снятие остающихся барьеров и ограничений в двусторонней торговле, позволит еще больше нарастить наше экономическое сотрудничество. В ходе заседания мы не могли обойти вниманием вопросы, касающиеся совместных мер по минимизации ущерба от пандемии коронавируса. Ранее мы успешно согласовали снятие всех ограничений в авиасообщении. Взаимный позитивный эффект от этого решения отмечается всеми. Сегодня на повестке скорейшее полное восстановление железнодорожных маршрутов между нашими странами. Рассчитываем также на упрощение передвижения автотранспортом. Это крайне актуально для белорусов и россиян. Разумеется, все это надо делать максимально аккуратно с учетом эпидемиологической ситуации и других факторов. Решение вопроса о взаимном признании сертификатов вакцинации против COVID-19, выдаваемых Беларусью и Россией, также в значительной мере упростило бы жизнь нашим гражданам. Тем более с учетом растущего потока российских туристов, приезжающих в белорусские здравницы. Мы видим этот вопрос и совместно будем обсуждать варианты его решения. Значительное внимание мы уделили актуальной международной повестке дня. Сотрудничество Беларуси и России на международных площадках – это достойно союзнических отношений. Наши государства в ООН и других организациях выступают с единых позиций и поддерживают друг друга. С течением времени ситуация для обеих наших стран, увы, проще не становится. Растет санкционный прессинг на Минск и Москву. В отношении Беларуси развязана сегодня настоящая масштабная комплексная агрессия по различным направлениям. И абсолютно понятно, что права человека, либо другие идеалы здесь совершенно ни при чем. Наши страны подвергаются шквалу информационных атак. Огромные деньги направляются на изменение сознания наших людей, в первую очередь молодежи. Постправда, потоки фальши, внушение ложных ценностей – все это работает практически как оружие массового поражения. В этой связи мы продолжим совместную
проактивную работу на международных площадках по информационной безопасности, продвижению правды и противодействию попыткам фальсификации истории. Намерены решительно отстаивать позиции конструктивного и взаимоуважительного диалога со всеми государствами. При этом исходим из того, что любые недружественные действия против наших стран не могут и не должны оставаться без консолидированного ответа. Сергей Викторович сказал, что мы уделили большое внимание такой важной теме, как активизация сотрудничества ООН с ОДКБ, СНГ, не буду останавливаться на этом. Уделили также внимание огромное вопросам контроля над вооружением и разоружения. Это тоже актуальна для МИДов тема, особенно сейчас, в свете обострения прежних и появления новых вызовов в области глобальной и региональной безопасности, усиления деструктивных тенденций по слому существующих режимов контроля над вооружениями и разоружения. Впору вспомнить подзабытый термин советских времен «разрядка». И в этой связи мы выражаем озабоченность относительно продолжающегося безосновательного наращивания военной мощи НАТО на границах союзного государства. Пока, к сожалению, западные партнеры предпочитают нас не слышать. В завершение хотел бы выразить уверенность в том, что внешнеполитическое ведомство Беларуси и впредь продолжит взаимодействовать в таком же конструктивном и доверительном ключе. Мы намерены продолжить активную совместную работу в формате межмидовских консультаций по конкретным направлениям. Общих вопросов у нас предостаточно. Мы уверены в том, что вместе Беларусь и Россия способны еще более эффективно противостоять любым вызовам и угрозам современного мира и успешно строить комфортную и благополучную жизнь для наших граждан. Благодарю за внимание. Пожалуйста, переходим к вопросам. Телекомпания «Мир». Здравствуйте, Владимир Серохов, телеканал «Мир». У меня общие вопросы к Сергею Викторовичу и к Владимиру Владимировичу. В этом году Союзу Беларуси и России исполняется 22 года. Что это объединение значит для простых людей и что им обещают новые интеграционные программы, единые налоги, пенсии, цены на бензин? Спасибо. Ну, вы знаете, тут, наверное, можно очень долго об этом говорить, но с 1999 года, когда был подписан договор о союзном государстве, наши страны вступили в качественно новый этап интеграции, который, конечно же, отличался от той интеграции, которая существовала в рамках Советского Союза и в рамках Российской империи. И этот этап уже означает движение к интеграции двух суверенных независимых государств. И все то, что делается на направлении реализации союзного договора, включая судьбоносные решения, которые были подписаны 4 ноября, нацелено именно на облегчение наших задач и на международной арене, то, что мы сегодня прежде всего обсуждали, но главным образом нацелено на повышение благосостояния наших граждан через развитие экономики и социальной сферы. И сегодня, Владимир Владимирович упомянул об этом, насчет равных прав, ведь многие вещи, которые сегодня стали, по сути дела, обыденными, решались именно в контексте создания и развития союзного государства. У нас сейчас у граждан России и Беларуси равные права и в сфере медицины, социального обеспечения, пенсионного обеспечения, образования, свободы передвижения, трудоустройства. Конечно, по мере того, как мы углубляем нашу интеграцию, возникают дополнительные вопросы, требующие решения с точки зрения обеспечения равных прав белорусам и россиянам. И в 2015 году при постоянном комитете союзного государства была сформирована специальная рабочая группа, которая отслеживает такие возникающие дополнительные темы и принимает соответствующие решения. Мы сегодня об этом говорили на заседании, и председатель постоянного комитета, государственный секретарь союзного государства господин Мезенцев участвовал в нашей работе, и деятельность этой рабочей группы будет, конечно же, продолжаться. И если говорить о тех вещах, которые вы затронули, да, безусловно, и пенсии, и цены на энергоносители, конечно же, они связаны с дальнейшими нашими интеграционными процессами, как отмечал президент Путин на заседании Высшего Госсовета. Сегодня в рамках союзного государства мы имеем возможность регулировать цены, скажем, на те же энергоносители для Беларуси таким образом, что эти цены в разы
выгоднее среднерыночных цен. Но в рамках наших ближайших действий, конечно, будут реализовываться такие предусмотренные союзными программами вещи, как согласованная политика в области охраны труда, социальной защиты населения, пенсионного обеспечения, я уже об этом упомянул. И, конечно, планируется внедрение интегрированной системы администрирования косвенных налогов и учреждение совместного консультативного органа по налоговым вопросам. Это тоже будет выравнивать ситуацию и в конечном итоге будет способствовать повышению благосостояния наших граждан. Буду краток. На каком-то этапе интеграционного строительства руководители наших государств пришли к единому мнению о том, что действительно некоторые положения договора о создании союзного государства не до конца выполнены или действие их приостановлено. Поэтому было принято решение о подготовке вот этих 28 союзных программ, которые придали бы новый импульс союзному строительству. Работа длилась 3 года, и, на мой взгляд, основная цель этих всех подписанных документов состоит в том, чтобы поднять уровень экономического развития обоих государств на более высокое качество, придать им более высокое качество. И главное условие – обеспечить равные условия для субъектов. Главная цель – обеспечить равные условия для субъектов хозяйствования, сблизить макроэкономические политики обоих государств. Сергей Викторович упомянул о ряде конкретных направлений. Это гармонизация таможенного и налогового законодательства. Это и выработка согласованных промышленных и сельскохозяйственных политик и так далее и тому подобное. Суть в том, что наши экономики не должны конкурировать друг с другом, а наоборот дополнять друг друга. И, как нам кажется, вот эти 28 союзных программ как раз и работают в этом направлении. А социальная политика должна быть и является краеугольным камнем вот этого интеграционного процесса. Поэтому главным бенефициаром вот всех этих документов, подписанных 4 ноября этого года, являются белорусы и россияне, которые в результате дальнейшего интеграционного сближения наших государств получат дополнительные преимущества и выгоды. Это касается зарплаты, пенсии, каких-то иных социальных льгот. Ну и, естественно, обеспечение равных прав белорусов и россиян. Эта задача остается в повестке дня. Она практически решена, остаются какие-то мелкие шероховатости, работа над которыми будет продолжена. Но, повторюсь в заключение, благополучие белорусов и россиян, обеспечение, дальнейшее повышение благосостояния белорусов и россиян. Вот в чем суть всех вот этих интеграционных документов, подписанных 4 ноября. Пожалуйста, государственная телерадиокомпания «Беларусь». Добрый день. Первый национальный телеканал Беларуси. Вопрос белорусской стороне. Вот я здесь. Владимир Владимирович, вот канцлер Австрии недавно анонсировал, что в Вене будут проводить международную конференцию по вопросам Беларуси. При этом он заявил, что с Минском нельзя разговаривать только на языке санкций. Вот с вашей точки зрения, означает ли это, что наши западные партнеры ищут возможность наладить переговоры? Что это за инициатива? И будут ли на этой международной конференции присутствовать представители действующей власти Республики Беларусь? Спасибо. Да, мы знаем об этой инициативе. Ей сейчас в различных СМИ, на различных площадках пытаются придать некий флер значимости, важности, утверждая, что она, мол, поможет разрешить ситуацию, сложившуюся вокруг Беларуси. Здравые голоса присутствуют, в том числе и в Евросоюзе, и голоса, призывающие к тому, чтобы остановиться и задуматься над вопросом, работают ли санкции в отношении Беларуси, помогают ли они разрешить ситуацию или нет. Что касается данной идеи, то по инициативе представителей австрийской стороны и лично господина Шаленберга мы обсуждали этот вопрос, в том числе и лично с господином Шаленбергом. И они настойчиво упрашивали представителей власти, белорусских властей принять участие в этой конференции. Считаю, что это абсолютно с учетом замысла, доведенного нам, изложенного нам,
я вижу, что это абсолютно пустая и бессмысленная затея. Речь идет о некоем восстановлении, реконструкции Беларуси, как будто Беларусь – это страна, лежащая в руинах, где экономика там полностью разрушена и так далее и тому подобное. Не буду вдаваться в детали, ситуация сегодня выглядит совершенно по-иному. И несмотря на санкции, экономика развивается, валовый внутренний продукт растет. Убежден, что и несмотря на будущие санкции, мы обеспечим нормальное развитие белорусского государства и общества. Поэтому конференция в том виде, как ее задумали организаторы, я так понимаю, она организуется по инициативе руководства Австрии, является абсолютно бесплодной и бессмысленной затеей. Более того, мы рассматриваем как абсолютно недружественный шаг по отношению к Беларуси. Никто из официальных лиц белорусской стороны в ней участие принимать не будет. Пусть для галочки они проведут это мероприятие, обсуждая в который раз с известными беглыми оппонентами власти, скажем, перспективы изменения власти в Беларуси, не имея на то ни малейших ни сил, ни способностей. Я хочу тоже поддержать сказанное. И, может быть, канцлер Австрии господин Шалленберг руководствовался лучшими побуждениями, когда призывал не разговаривать только на языке санкций, запускать диалог, но так диалог не запускают. В этой инициативе, как вот сейчас Владимир Владимирович совершенно справедливо отметил, проявилось вот это вот чувство собственного превосходства, которое распространилось на всех членов западного сообщества, будь то Евросоюз, НАТО или какие-то иные субрегиональные блоки. И вот этот комплекс собственной сверхполноценности, конечно же, он недопустим в современном мире в общениях между суверенными государствами. Евросоюз должен уважать мнение всех членов мирового сообщества, как того требует устав ООН, и не вмешиваться ни в чьи внутренние дела. Агентство «Спутник», пожалуйста. Здравствуйте, у меня два вопроса как к белорусской, так и к российской стороне. Первый вопрос от агентства «Спутник». Как вы считаете, нуждается ли официальный Минск в посредничестве России при выстраивании диалога с Варшавой, Вильнюсом и Брюсселем по поводу мигрантов и санкций? И второй вопрос от агентства «Балтньюз». Обращались ли литовские и польские власти, может быть, по официальным или неофициальным каналам, к Москве и Минску с просьбой обсудить миграционный кризис? Хочу сказать, что Беларусь, руководство Беларуси никогда не отказывалось от предложения, скажем, выступить с какими-то добрыми услугами, от добрых услуг. Мы не совсем приветствуем идею посредничества, считаем, что надо находить всегда мужество, разговаривать даже в сложных ситуациях. Но если нет такого мужества, готовы разговаривать, скажем, и с третьими сторонами, которые могут быть в роли посредников. Проблема не в Беларуси. Проблема находится на стороне Европейского Союза, потому что мы видим и убеждены в том, что у Европейского Союза нет никакой стратегии по отношению к Беларуси. В чем состоит сейчас суть их политики? Задача наказать непокорную страну, которая имеет отличную точку зрения, альтернативную точку зрения, которая с их точки зрения, по их мнению, предприняла какие-то шаги, которые недопустимы, ибо являются примером для третьих стран. Я имею в виду ситуацию с вынужденной посадкой самолета Ryanair, ситуацию с миграцией. Для них, для европейцев, для представителей Европейского Союза эти факты являются как бы доказательством того, что подобного рода действия могут быть совершены другими странами и являться таким нехорошим примером. Именно поэтому они стремятся наказать Беларусь, непокорную Беларусь, которая имеет свою отличную точку зрения. Абсолютно считаю неприемлемый подход. Диалог должен быть в любом случае, но
Они загнали уже себя настолько далеко в угол, что не могут отойти от этого. Они на каком-то этапе заявили о том, что власть Беларуси нелегитимна, что они не признают действующее руководство, поэтому не знают уже, как выйти из этой ситуации. И мы получаем определенные сигналы, в том числе из Брюсселя и из столиц других европейских государств, о том, что да, надо выходить из этого положения, но мы не знаем как, поэтому давайте разговаривать хотя бы конфиденциально, где-то в подвалах, в лесах, но обмениваться какими-то месседжами, которые позволят нам наконец-то прийти к нормальным взаимоотношениям. Мы всегда заявляли о том, что готовы к диалогу и готовы через диалог решать любые, в том числе чувствительные вопросы. Проблема, повторюсь еще раз, не в нас. Если они не готовы пойти на такой шаг, ну, подождем. Я убежден, что рано или поздно сама ситуация заставит все стороны двигаться к тому, чтобы и понять, что надо находить развязки той ситуации, которая сложилась сейчас вокруг Беларуси. К нам не обращались ни поляки, ни литовцы, ни кто бы то ни было еще с вопросом относительно возможного посредничества или какого-то иного участия в этих дискуссиях. Они, по-моему, вообще ни к кому не обращаются, а просто наслаждаются собственной крутостью, делая такие громоподобные заявления, обвиняя Беларусь, а заодно и Россию, как стоящую за этими событиями в Республике Беларусь страну. И я считаю, что это опять вот проявление того, о чем мы только что говорили. Проявление ощущения собственного величия и собственной безнаказанности в любом вопросе. То, что Беларусь предлагала неоднократно, вот уже на нынешнем этапе этой ситуации на границе, проводить консультации, договариваться, решать эти вопросы на основе международного гуманитарного права, никоим образом в публичной риторике не упоминается. Точно так же, как было отвергнуто предложение президента Лукашенко сразу же после инцидента с самолетом Ryanair приступить к консультации. Категорически никто этого не услышал. Хотя, я думаю, что другого выхода-то, кроме как разговаривать и определять на основе реальных фактов, что же произошло на самом деле, другого выхода просто не существует. Но таковы у нас вот европейские партнеры, они должны, наверное, как-то все-таки на себя обратиться, потому что там есть на что посмотреть. Второй национальный канал Беларуси, пожалуйста. Здравствуйте. У меня вопрос к Сергею Викторовичу. Это в продолжение вашего тезиса, который вот звучал сегодня неоднократно, о недопустимости политизации темы прав человека. Вот как бы вы смогли прокомментировать содержащееся в докладе Генсека ООН, который недавно был опубликован, обвинение в адрес белорусских властей в том, что они якобы преследуют своих собственных граждан за то, что те сотрудничают с правозащитными организациями ООН? Эта история, на самом деле, нас очень сильно беспокоит, она возмутительна. Я все-таки надеюсь, что впредь генеральный секретарь будет читать те бумаги, которые ему дают на подпись. Речь идет о ситуации, которая сложилась по линии управления Верховного комиссара ООН по правам человека, которая осуществляет в разных странах правозащитные проекты, в том числе такие проекты осуществляются в Республике Беларусь на средства добровольного взноса Российской Федерации. И в ходе общения с представителями ООН в Минске выяснилось, неожиданно достаточно, что те средства, которые должны были расходоваться на проведение семинаров, конференций по правозащитной тематике, это управление перевело адвокатам, защищавших лиц, которые обвинялись в участии в незаконных демонстрациях и протестах. То, что это прямо противоречит тем целям, на которые был выделен добровольный взнос Российской Федерации, наверное, тут даже доказывать не надо. Мы потребовали, еще на той стадии, когда эти факты стали известны, потребовали от представителей Управления по правам человека объяснений. Они до сих пор эти объяснения не дали, хотя якобы нам сообщили, что вступили в какие-то контакты с белорусской стороной. Но
сам факт извращенного представления всей этой неприглядной для ООНовцев истории в докладе генерального секретаря, который поставил все с ног на голову, я считаю, он абсолютно возмутителен. И мы уже предприняли в Нью-Йорке, поскольку речь-то о наших деньгах идет, предприняли в Нью-Йорке демарш перед секретариатом, включая помощницу генерального секретаря ООН по правам человека, госпожу Бранс-Керрис. Она, в общем-то, заверила, что лично Верховный комиссар по правам человека госпожа Бачелет занимается этим вопросом, но нас это не может удовлетворить. Вещь-то очевидная, она элементарная, просто вот как простая, как яйцо, извините за выражение, бело-желтое. И нам пытаются как бы замотать этот вопрос. Я не нахожу другого слова. И в ближайшие дни ожидаем четкого, ясного шага со стороны секретариата, со стороны генерального секретаря в плане реакции на это безобразие. Буквально два предложения. Мы распространили соответствующую информацию, связанную вот с этим случаем в качестве официального документа 76-й сессии Генассамблеи ООН. Я проинформировал в своих письмах и многочисленных коллег из других государств. Это абсолютно недопустимо, когда секретариат организации, которая должна заботиться о обеспечении мира и стабильности на континенте, занимается подобного рода подрывной работой в государствах, членах, которые создавали эту организацию. Потому это действительно инцидент, выходящий за рамки устава ООН, и он должен получить адекватную оценку. Я добавлю одно слово буквально. Это вот еще один пример того, как Запад стремится в буквальном смысле этого слова приватизировать секретариаты международных организаций. В грубейшее нарушение тех правил, которые прописаны для международных чиновников, для генерального секретаря, для его сотрудников в Уставе Организации Объединенных Наций и в соответствующих административных документах. При этом есть куда более важные для защиты прав человека вещи. И в частности, вот мы госпоже Бранс-Керрис, помощнице генерального секретаря по вопросам прав человека, указали на то, что мы многие годы не можем какой-то внятной реакции получить на наши многочисленные обращения по поводу судьбы так называемых неграждан в Латвии, в Эстонии и по целому ряду других направлений, когда в рамках Евросоюза, внутри Евросоюза, в странах-членах Евросоюза грубо ущемляются права национальных меньшинств, прежде всего русскоязычных. Завершающий вопрос, телеканал «Rush Today», пожалуйста. Добрый день, Илья Петренко, телеканал RT. Я вновь бы хотел остановиться на теме, которая связана с ситуацией на польско-белорусской границе. Я хотел бы вас попросить прокомментировать некоторые из последних заявлений с польской стороны. Польский премьер назвал силовиков Варшавы на границе первой линией фронта. Один из военных экспертов также называет ситуацию на границе самой серьезной с 1939 года. Насколько уместны такие параллели, если Польша действительно ведет войну или готовится к войне, то с кем же они воюют? Спасибо. Я уже как-то упоминал о том, что в действиях наших западных коллег все чаще просматривается в дискуссиях на политические темы, просматривается стремление взывать к историческим примерам, проводить исторические параллели. При этом всегда используется то, что я бы назвал тактикой отсечения. Если военные эксперты польские говорят, что ситуация напоминает 1939 год, а почему бы они не вспомнили про 1938 год? Может быть, им тоже что-то напомнило бы из той эпохи, когда делили Чехословакию, например. Я считаю, что такие параллели абсолютно неуместны. Они отражают неадекватность мышления тех людей, которые их произносят, тем более, если это люди, облеченные какой-то властью. И означают только одно, что младоевропейцы, так называемые, продолжают тянуть Европу и в рамках Евросоюза, и в рамках НАТО в сторону нагнетания конфронтации и с Белоруссией, и с Российской Федерацией. И я очень надеюсь, что ответственные европейцы, особенно так называемые еврогранды,
проявят свою волю и не позволят себя втягивать в бесконечную спираль, которая весьма и весьма опасна. Ответственность, наверное, то слово, которое определяет нынешнюю ситуацию, сложившуюся на границе между Белоруссией и Европой. Немножко лирического отступления. Есть такой американский философ, писатель Насим Талеб, который написал несколько книг, в том числе в одной из своих... Он американец ливанского происхождения. В одной из своих последних книг, рискуя собственной шкурой, он описывает приблизительно такую ситуацию, когда западный политик, интервенционист, как он называет, сидит у себя на подстриженной лужайке, развалившись в кресле, попивая пиво, рядом лежит и смотрит на него влюбленными глазами гей-френд, и он по телефону дает указания подчиненным это государство карать, это миловать. Приблизительно так описывается ситуация. Я почему это говорю? Ваш российский политолог Федор Лукуянов назвал такую ситуацию триумфом феномена говорящих голов. Я бы еще добавил триумфом феномена говорящих голов без мозгов. Безответственность, извините за грубое выражение, безмозглая политика ряда руководителей западных государств стала нормой сегодня. И они даже не просчитывают ситуацию на несколько шагов вперед, реагируя ситуативно на те или иные вещи. Сегодня, выведя 12 тысяч военнослужащих против... Уже 15 тысяч военнослужащих против плачущих женщин и детей, и не пуская их в Европу, куда они так стремятся попасть. Для меня это невозможно представить. Это нарушение всяческих норм. И при этом обвинения в том, что Беларусь якобы организует подобного рода потоки, они абсолютно беспочвенны. Почему-то средиземноморское направление действует, балканское направление действует. И там, как нам известно, поступают мигранты и получают соответствующие привилегии, необходимую защиту по этим направлениям, а Беларусь почему-то оказалась костью в горле. Поэтому абсолютно надуманные, безответственные измышления безответственных политиков. Они только лишь и умеют, что махать привычным топором санкций, потому что для них это легко. Вот он стоит наготове, махнул, а потом будем думать, что делать дальше. Думаю, что с Беларусью это не пройдет, и я знаю, что руководители наших государств обсуждали эти вопросы, и мы найдем адекватный ответ на действительно искусственно создаваемую угрозу со стороны Североатлантического альянса на наших границах, на наших общих границах. Ну все, мы вас успокоили. Спасибо большое. Или наоборот.